Добрий вечір усім, хто дивиться нас в Україні, на тимчасово окупованих територіях України, в Криму і по всьому світу. Дякуємо вам за увагу до телеканалу АТР і продовжуємо працювати для вас з найкращими експертами стосовно війни між Росією, терористичною державою і Україною. Ми висвітлюємо її щодня з різних боків. Але сьогодні вже вдруге у програмі Prime буде у прямому етері людина, яка дуже розуміється на тому, про що говорить. Тому і цікаво буде розпитати. І при тому він американець. Так, ми знаємо, що відбувається зараз у Сполучених Штатах. І чим це загрожує Україні і, в принципі, стабільності у світі. Про все це говоримо з американським розвідником у відставці, військовим експертом, паном Девідом Лонгом. Пане Девіде, селям алейкум. Алейкум салам. От, бачите, на всіх мовах світу розмовляєте, але все ж таки перейти краще на мову агресора, так? Не українську. Так. На українському чуть-чуть, ну, язик ворога лучше справляюсь. Я його називаю, Девіде, трофейна мова. Трофейна мова, так. Так. І обов'язково, коли ти будеш у Києві, тут багато вже, до речі, американців, моїх товаришів, журналістів, там різних людей, волонтерів, вони вже почали розмовляти українською мовою, уяви собі. Це дуже хорошо, дуже добре. Мені теж дуже подобається. Я хочу почати одразу з головного. Тут можно даже вопросов не задавать. Главное, что сейчас происходит в Америке, это клубок проблем, связанных с блокированием помощи Израилю, Украине и Тайваню. Но в первую очередь нас интересует Украина, там наибольший пакет, в пакете наибольшая часть украинская. И мы воюем с самой сильной армией мира, нам нужно продолжать массовые поставки всего, что необходимо. И тут вот я долго за этим наблюдал. Я, естественно, твою оценку хочу, как американца, как человека, который разбирается. Но вот, на мой взгляд, просто Трамп сейчас неофициально руководит Соединенными Штатами. То есть такое, наверное, никогда не было, чтобы бывший президент, пользуясь своим влиянием на одну из партий, имеющих большинство в Нижней палате парламента, проводил свою политику, причем политику, ладно бы еще конструктивную, политику деструктивную. То есть, если я правильно понимаю, Трамп сказал, что ни за что не вступать ни в какие компромиссы между республиканцами и демократами по поводу вот этого всего пакета и урегулированной ситуации на границе с Техасом, которая, правда, тяжелая. Вот, но, как я читаю американские источники, что лучше, чем хуже, тем лучше, вот по логике Трампа. То есть лучше ничего не подписывать, ничего не делать, довести до выборов и там начать обвинять во всем администрацию Байдена, имею в виду в ситуации на границе с Мексикой, и таким образом победите. То есть не идти ни на какие уступки. Одновременно мы слышим, что в Сенате республиканцы и демократы согласовывают проект, который они хотят внести в Конгресс, но в Конгрессе спикер Майк Джонсон говорит «нет, ни за что, никогда», и Трамп говорит «нет, ни за что, никогда». Вот все, что ты думаешь об этом, что ты знаешь об этом, пожалуйста, Дэвид, расскажи нашим зрителям. Ну, дело в том, что вот этот спикер of the House Майк Джонсон имеет право решать, на что будет голосовать. Только так это получается, потому что у трамповского крыла республиканского партии, в принципе, меньшинство даже у республиканцев. Ну, просто из-за того, что это все попадется одному человеку решить. Из-за этого может один человек, даже не сидя в правительстве, иметь столько власти. Я думаю, что это будет решиться. И не будет длиться до выборов, пока это решается. Это будет решаться побыстрее. Я удивлен, что это пока еще не решился. Но нужно будет демократов делать уступки насчет безопасности на границах. Вот мы видели вот
буквально вчера, вот нападание на американскую базу вот в Иордании. Вот, мне кажется, что задерживать помощь для Израиля будет из-за этого сложнее для них. Понимаете, вот они все должны отвечать в выборах, не только один Трамп за их поступки. Я думаю, что это будет тяжело это задерживать намного дольше. Тем больше вот очень много из республиканцев. Вот республиканцы имеют два крыла. Вот есть трамповское крыло МАГА, а есть более традиционные крыла республиканцев, как типа Линдзи Грэм, Митч МакКоннелл. Они больше представляются в контроле в Сенате. Они республиканцы по образцу Рональда Рейгана, которые очень сопротивлялись всегда России и до этого Советского Союза. Я думаю, что это маленькое меньшинство, но только определенное время может это все задерживать. Хотя это, в принципе, все зависит от одного человека, от Майка Джонсона, и от того, что он решает, на что будет голосовать и что будет обговориться в Конгрессе. Дэвид, а как это так? Я просто знаю, что вот в парламенте в украинском и в других парламентах, если есть воля, допустим, третьей части депутатов или какой-то части депутатов, да, то они могут обязать спикера поставить на голосование. А что в Америке такую власть имеет глава в Нижней Палаты, что он может просто сказать нет и никакой закон не выносить на голосование? Я не понял, честно говоря. Вот это так и есть. Они могут только члены его партии могут его снимать от должности спикера. Вот это единственный еще выход для других. И поставить другой спикер, который они думают могут быть более коммуникабельны к их потребностям. Но я думаю, что это, скорее всего, не случается от того, что первый в этом должны участвовать только республиканцы. Демократов на это не влияют, потому что это партия, которая имеет большинство в Конгрессе, определяет спикер. Понимаете? Так что республиканцы только определяют спикер, и они не захотят тоже перед выбором, даже те республиканцы, которые более к нашим целям наклонены, тоже не захотят исключать вот это трамповские республиканцев до выборов. Понимаете? Потому что они нуждаются вот и в тех, чтобы получился у них. Тогда вопрос такой. Но уже, кстати, спикера республиканцы снимали. Вот до Джонсона был же спикер. Это впервые в истории такое было. Да. Никогда в истории такого не было. То есть какой-то кризис вообще жуткий, да? И вот... Ну, мне так кажется, вот ты оптимист, а я, допустим, не очень оптимист уже. Я так смотрю со стороны, может быть, я не прав. Но у меня такое ощущение, что Трамп просто уперся и шантажирует всех чем угодно. И что Трамп, ну, он просто сейчас, на данный момент-то точно, ну, я не буду просто дальше уходить в это все, мое личное мнение, что он действует только в интересах Путина, например, сейчас. И я больше не вижу ни в чьих интересах его работы, если честно. Я с вами согласен. Я раньше видел Трампа иначе. Я раньше думал, когда вот шел вот это вся исследование от Мюллера, от Роберта Мюллера насчет того, что он сотрудничал с русскими, чтобы они влияли на выборы в его интерес. Я в этом не сильно верил из-за того, что когда копался в документах от этого исследования, там все, которые обвинялись в чем-то, обвинялись не в этом. Вот, не в сотрудничестве в России, никакой доказательства от этого не было. И я думал, что, наверное, это просто политической цели исследует. Но сейчас я так не думаю, потому что смотри, как он именно на украинский вопрос влияет. Это, конечно, позорно. И я думаю, что очень много республиканцев с этим недовольны.
Ну, это будет показываться во время выборов, конечно. Я думаю, что я оптимистичен и пессимистичен. Я оптимистичен, что этот вопрос будет решаться, но я пессимистичен, потому что я думаю, что, скорее всего, нужно будет катастрофа какая-то прийти, чтобы это решился. Вот вы понимаете, нужно будет потери со стороны украинцев, много ребят или много земли, до того, что очнутся и думают, вот нам отвечать за это перед выборами. Я думаю, что, скорее всего, будут, конечно, проблемы возникать, прежде чем решается. Ну, в крайней мере, это может быть такое. Но когда вот катастрофа какая-то наступит, они очнутся, конечно. Скажи, пожалуйста, а вот удар, кстати, соболезнования вам в связи с гибелью 3 американских солдат и ранениями там попали прямо беспилотниками в базу, причем в базу на территории Иордании, казалось бы, страны союзника Соединенных Штатов, ну, точно не противника. Да? Стреляли, как сказал президент Байден, проиранские боевики. Ну, Иран, как и Россия, это же гибридные агрессоры. То есть у них есть армия, есть корпусы стражей, есть Хезболлы, есть еще что-то, еще что-то. В принципе, можно было вещи своими именами назвать и сказать, что это ударил Иран, потому что без Тегерана никто бы не решился ударить по американской базе, потому что эта провокация очень сильная. И я видел требования со стороны, по крайней мере, республиканцев каких-то, жестко ответить, ударить прямо по Ирану. Судя по формулировке Байдена, бить по Ирану он не собирается. Он говорит, что это иранский, проиранский, но не называет Иран как собственно, ну, как принявшего это решение. Но отвечать надо как-то. Вот на твой взгляд, и как военного, и как аналитика, который видит ситуацию в политике и перед выборами и так далее, вот что сейчас может сделать Байден в ответ на эту иранскую серьезную провокацию с гибелью военнослужащих и так далее? Ну да. Первое нужно сказать, что 158 таких случаев было до этого без жертв. Вот. И это нужно тоже понять. Это понятно мне, в крайней мере, что нужно поставить там точку. А мы знаем от Байдена, что он очень боится все время эскалации там и в Украине, и везде более сдержанно любит реагировать. Я думаю, что, скорее всего, вот он сказал, что будет ответ, будет военный ответ, я тоже так понял от его отметки, хотя он это не дословно сказал. И будет ответ на тех, которые во время и способ, который будет США решать. Вот так он ответил. Я думаю, что это будет малоэффективный, если не будет удар на Иран. И я думаю, что очень многие это понимают в США. Вот вы понимаете, вот эти хутис в Йемене постоянно ударят на корабли в Красном море. А сейчас вот какие-то проиранские милитанты вот в Иордании нападают на наши базы. Вот это, что стоит за теми и что стоит за теми, это все Иран. И вот ударить по одному маленькой группе, по другому маленькой группе, это ничего не останавливает. Потому что найдутся еще таких, понимаете, целая куча. Вот это, я думаю, что будет это первое нападение на тех, которые нападали. Будет обговориться в открытой сфере очень сильно, если будет нападение на Иране или нет, на Иран или нет. И если вот Байден должен висит, вот нападает на Иран, вот он боится эскалации. А не нападает, у него тоже выборы вот в конец 2024 году. И если будет еще нападение на американцев, еще раз от разных сторон. А я думаю, что тоже будет это влиять положительно на решение давать оружие Израилю. И, может быть, через это положительно влияет на украинский вопрос. Если будет решиться Конгресс давать оружие, может и тем, и другим. Посмотрим.
Можем надеяться на это. Дай бог, чтобы было так, как ты говоришь. Тут есть логика прямая и военная, и политическая, и Байдену действительно придется быть жестким, на мой взгляд, потому что они его испытывают специально на прочность и на слабо, как вот на трофейной мове говорят. И знаешь, у меня мой племянник родной был призван в израильскую армию, и как раз на момент вторжения он служит сейчас в Сахал, да? Значит, и, естественно, пока военное положение, он домой не вернется, все понятно, да? Вот. Вот, насколько я понимаю, Израиль готовится к большой войне. То есть неизвестно, что случится, но Израиль готовится к большой войне. То есть и на севере тоже, и со всех сторон. То есть Газа – это вот такой концентрат, да, а может вспыхнуть везде, да, и на севере, и на северо, ну, короче, вот с этой части, да, вот, там, где иранские эти прокси и так далее. Израиль готовится, вот, все резервисты в строю, никого не отпускают, да, и кто в армии был, никого не отпускают сейчас, вот. А насколько ты считаешь вероятным, насколько может решиться Иран действительно объявить войну открытую Израилю, или же, как Путин, не объявляя войну, двинуть своих вагнеровцев, грубо говоря, вот этих полунаемников там разных, а потом и свою армию именно на Израиль, чтобы там уже по-настоящему открыть такой фронт против цивилизованного мира? Ну, мы уже видели это. Вот это нападение из Газа на Израиль было достаточно круто и достаточно зверско. И гражданское население как пострадало, как девушки изнасиловали, как парней избивали и убили. Вообще ужас. Я думаю, что раз они на это готовы, они на все готовы. Вопрос только такой, если они боятся ответ. Я вам скажу точно, вот Байден может быть не готов отвечать Ирану прямым смыслом, но Израиль это они точно готовы. Они это уже сделали не разу. Бомбили там ядерные станции, когда развивали ядерное оружие там. Я думаю, что Израиль ничего не боится там от Ирана и готов наносить удар на источник всего. Конечно, другой вопрос, как это связано, вот есть такой вот, мы видим, как Иран тоже поддерживает Россию с их беспилотниками в Украине. Интересно, если это все идет к более масштабный конфликт. Конечно, я вижу, что это возможно. И интересно, почему это Путин хочет. Он и так не справится с одним Украиной. Если будет более масштабный конфликт и будет США прямым образом участвовать или в Дальнем Востоке, или в Украине, или в других местах, что он хочет от этого выиграть? Он только может проиграть. Дэвид, мы к нему в голову залезать не будем, потому что все говорили, что зачем ему Крым, зачем ему война, зачем ему вот это же санкции, только хуже будет, но он думает по-другому. И вот, наверное, его вдохновляет пример Ирана, который под санкциями находится, сколько я себя помню вообще, да? И очень долго, десятилетия находится под санкциями, тем не менее стал передовой страной в вооружениях, в дронах в этих, продает всем, кому требуется, ну, русским в основном, дроны, и этим своим террористам дает, и так далее. Спутники запускают. И без 5 минут вот у них может быть ядерное оружие, что вообще совсем меняет весь расклад, ну, не меняет совсем, но усложняет весь расклад там, да, в регионе. Вот. С таким безумным правительством. Ну, все понимают, что если у них будет ядерное оружие, что они их употребляют против Израиля. И Израиль это понимает и не будет разрешать это. Да, ясно, да. Но там такой сбитый, плотный регион, и там много всего, и американцы там, и европейцы там присутствуют, и так далее. То есть там можно такой плацдарм может разгореться военный, да, если они решатся, опять же. Но вопрос у меня немножко другой. Решатся они или нет, мы не знаем. Вот. Но как ты думаешь, вот долгие эти годы, анализируя ситуацию вокруг Ирана в этом регионе, ну, потому что Америка с этим регионом очень тесно связана, да,
Почему при таких санкциях, при там какой-то там, не знаю, общей политике против Ирана там, и так далее, Иран, наоборот, стал только более технологичным, вышел в космос, добился таких успехов там, в военно-техническом развитии. Это Китай помог, да, или что, или как? И почему мир на это смотрел, и Америка смотрела вот так сквозь пальцы, а теперь не знает, что с этим делать? Как так могло получиться? Ну, в-первых, любые санкции, они дырявые. Любые санкции можно обходить и так делает Россия, и так делает Иран. Все время так. Вот закроют один путь, они откроют второй путь. Закроют этот путь, они новый путь откроют. Вот это в природе санкции такая. Другой, что можно сказать, что есть противоамериканские группировки в мире, к которому относятся и Китай, и Россия, и Иран, и Северная Корея. И мы видим, как эти страны сотрудничают. Поэтому я говорю, что есть вариант в дальнейшем будущем, что это может расширяться в глобальный конфликт. Потому что мы видим, что они более тесно сотрудничают и стараются вредить США и его союзники. И это можно терпеть только до определенного времени, потом это надо заканчивать. Вот как раз мне редактор дал новость, срочную новость. Значит, США не хотят широкомасштабной войны с Ираном, но должны ответить на гибель 3 американских солдат во время удара по базе. Заявил координатор стратегических коммуникаций Рады Совета национальной безопасности США Джон Кірбі. Цитата. Ми знаємо, я українською прочитаю, ми знаємо, що вони, іранці, надають ресурси, в деяких випадках вони надають інформацію, яка дозволяє цим групам це робити. Ми ставимося до цього дуже серйозно. Ми не хочемо ширшої війни з Іраном, ми не хочемо ширшої війни в регіоні, але ми маємо робити те, що маємо, сказав Кірбі в NBC. Але він наголосив, що Байден ще не вирішив, як саме реагувати. Але, за даними агенції Bloomberg, США можуть атакувати Іран, не заявляючи про це, або атакувати іранських чиновників. Ось такий сценарій можливий? Ну, можливо. Это, раз Джон Кирби это говорит, он официальный спикер Белого дома. Я думаю, что мы об этом говорили до этого, что это такой вариант вероятен, что нужно бить по источнику. Но он просто говорит, что он не хочет широкомасштабной войны на Иран, чтобы их отговорить от этого, бить обратно, чтобы это строиться, нанести ограниченный удар, и чтобы не было эскалации на региональный конфликт. Но что-то нужно делать. По-моему, это совпадает очень хорошо с этим, что мы до этого сказали. А еще хочу спросить, вот появились откуда-то в политике, в мировой, хуситы йеменские. Никто про них, в Европе, наверное, почти никто о них не знал, пока они не начали стрелять по Израилю, а потом фактически взяли под террористический контроль Персидский залив и проливы, и поджигают там, атакуют танкеры и так далее, и так далее. И знаешь, когда я об этом думаю, что хуситы, которые, по идее, должны, я не знаю, максимум управлять верблюдами, потому что сами они ничего не придумали за свою жизнь, кроме как управлять верблюдами, наверное, и не знаю, умеют они это или нет, да, вот. Но оказывается, они могут наводиться на цели, они могут атаковать беспилотниками, значит, просто группа террористов какая-то, не знаю, какого она размера. Вот как такое могло случиться? За счет чего они получили такую силу и, главное, такую наглость? Ну, наглость, это, черт знает, откуда их берется. Может, это они от Ирана и т.д. и т.п. Но я должен сказать, что это ваша инновация, понимаете, с беспилотником, что можно делать очень дешево и без большой техники. Беспилотники, которые способны нападать,
даже на базу тех беспилотников, которые любой человек на Амазоне сайт может купить. Я думаю, что мы ни разу увидим еще вот после вот того, что украинцы, в принципе, в вашей войне показали путь, мы увидим уже еще ни разу, что маленькие террористические группы используют беспилотники с большой успехом. Это, конечно, один из результатов войны, который, хотя это работает хорошо для вас в данном моменте, в дальнейшем может иметь плохое следствие. Потому что все будут понимать, как гранату бросаться с дешевого беспилотника. И гранат может очень много повредить на корабле. Я еще видел одну новость, связанную как раз с атаками на корабли и с тем, что Соединенные Штаты, Британия и еще ряд стран ответили на них своими атаками. Сообщается, по-моему, в британском агентстве или в американском я прочитал, что флоту Соединенного Королевства не хватает огневой мощи для подавления вот этих баз хуситов. Я прочитал, когда эту новость, я ее 3 раза прочитал. Королевскому флоту не хватает огневой мощи для подавления хуситов. Это что такое вообще? Это самая крупная морская держава европейская была всегда. Как это не хватает боевой мощи? Что это такое? Вот как военный, скажи, почему они не могут этих хуситов поставить на место так, что вот, за 3 дня поставить их на колени и их базы уничтожить и так далее? Но я понимаю, что маленькие дроны можно отовсюду отправлять, но когда они сбивают американский беспилотник, это просто так, это не собьешь дроном с Алибабы там. И вот с самого начала, когда начали вот нападение в Красном море, вот объявила Белый дом, что эти удары, которые они наносили против хуситов, что это сделано с целью снизить их способность такие атаки предпринимать. И тем более они еще проблемы оказывают. Я думаю, что и в этом там будет это еще раз нападать. Вот проблема вот в том, что, как вы говорили, за этим все стоит Иран, а вот бороться вот с такими маленькими группами, это не имеет смысла. Это нужно источник, я не скажу уничтожить, но нужно, чтобы это им стоило дорого. Знаешь, у русских есть такая, ну ты, наверное, знаешь, ты же разведчик, есть такая игрушка «Матрешка» называется. На самом деле они ее украли тоже у китайцев, как и пельмени. Но это уже их как бы дела. И вот там вот такое ощущение, что за всем этим вообще стоит Китай. Вот самая большая матрешка, да, которая управляет Кореей Северной, Ирану помогает, через Иран и Северную Корею помогает русским. И все это как бы все это единое целое, но как бы Китай не считается агрессором, вот, а эти считаются агрессорами там, и пособниками там, Путина и так далее, террористов, там, Хамаса и так далее. Вот, вообще, как ты считаешь, насколько здесь влияние и поддержка Китая, технологическая и разная, да, помогла и Ирану, и России, и помогает сейчас, вот в данный момент? Насколько это критично важно для России и для Ирана? Ну, я думаю, что насчет конфликта в Украине, это стоит Китай дорого в экономическом смысле. Я думаю, что они хотели бы, чтобы был мир, по каким путям не был бы в Украине, потому что это мешает бизнес. Не из-за того, что они любят вас или не хотят поддерживать Россию или еще что-то, но просто ради того, чтобы бизнес вернулся к тому, как было по-прежнему для них. Но насчет Ирана, возможно, что их рука там. Вот вообще-то хорошо для них, если Россия и США уничтожат друг друга, потому что они стоят на крае как единственный мощь, которая останется. Но я думаю, что они тоже не хотят вредить их бизнес. И у них и демография, и география
не очень хорошо для большой конфликт. Вот их пути снабжения с моря очень легко отрезать у Китая, в случае чего, что была война масштабной. Так что я не знаю. Они, наверное, думают и о том, и о другом. Как это, они, по-моему, хотели бы, вот как бы их всех ослабить, без того, что какой-то ущерб ощущать. Я хочу вернуться в Америку, в твою родную, и спросить. Вот тут уже пишут в разных странах, что конфликт между властями штата Техас, а я напомню, что Соединенные Штаты Америки – это федерация, и что там есть федеральное правительство, но там есть и правительство штатов, стейтс, государств, которые составляют Соединенные Штаты. Там есть тоже выбранные губернаторы, конгрессы, сенаты и так далее, и так далее. И впервые, ну я не помню такого, может быть, действительно со времен Гражданской войны. Ты учил историю Соединенных Штатов, ты знаешь лучше, да? Такой конфликт, что власти штата, просто если кто-то не слышал Техаса, из-за этой ситуации на границе, что, значит, там Верховный суд, причем, казалось бы, в Америке Верховный суд это все, вот он сказал, и солнце остановилось, вот все. Как бы все сказали, окей, да, это Америка, это Верховный суд, все там, закон и так далее. Верховный суд постановил убрать там колючую проволоку, из-за которой там затруднен доступ там к речке, через которую там переплыла женщина с ребенком, она погибла, ей не смогли им там помочь из Мексики и так далее. Вот. И постановил суд убрать эту колючую проволоку, а власти штата Техас, которые ее поставили, говорят, нет, у нас тут такие проблемы, это вы там у себя в Вашингтоне, значит, у вас там этого нет. А у нас вот ужас просто, да. И губернатор штатов отдал приказ Национальной гвардии не пускать федеральных пограничников, которые вообще-то должны защищать границу, вот к этим местам, значит, где нужно ему брать постановлением суда, решением суда эту проволоку. Это я так рассказал очень обще. А вот что в действительности происходит, как ты это видишь, всю историю? И говорят, что вот Соединенные Штаты разваливаются, могут на грани развала находятся уже. Я тоже слышал много раз, что Соединенные Штаты может разваливаться, что на грани развала и т.д. и т.п. Я не сильно в этом верю, и я это не слышал именно про этот случай. Я бы сказал, что есть большая разница между конфликтом в обществе в США в данном моменте и как был во время гражданской войны в прошлом веке, в 60-х годах прошлого века. И это то, что просто тогда был про рабство. И там был южные штаты, все имели рабство, и северные штаты не имели. Вот. И пришлась война из-за этого. Вот конфликт был об одном вопросе, где очень четко был географические различения, где имеется вот это смысл в виду и где нет. Сейчас вот у нас были конфликты, вот вы, наверное, помните, во время ковида. Было много в конфликте насчет много там всякие борьбы с милицией т.д. и т.п. от группировки Black Lives Matter, который, в принципе, делает протест против того, что много черных умирают в контакте с милиционерами. Вот. И это случилось в любом штате, в любом городе, где какой-то такой конфликт состоялся. Вот. И я думаю, что хотя это было тоже, там было много в принципе, как бы дрались и бились. Но это нету такого географическое совпадение вот с этими мнениями. Есть людей, которые поддерживают милиционеров, и есть людей, которые думают, что милиционеры, в принципе, действуют из-за расизма в любом штате, в любом городе. Поэтому, если будет конфликт об этом, я думаю, что это не будет как было вот в прошлом веке, что определенные штаты хотят уйти из Союза. Я думаю, что больше будет это разборки там между населением
в обеих местах. Но я вижу, что это тоже затих чуть-чуть. Это тоже было вот в 2020 году тоже из-за того, что шли выборы Трампа. И Трамп очень много конфликтов вызвал и в США, и везде. Потому что у него такая натура, такой характер вызывающий. И много думали, что он расист. Не знаю, но я думаю, что в принципе затихло это все намного. Но Техас, они всегда идут свою дорогу. Вот, там, если едешь в Техасе, будет людей говорить, что ты ехал в республику Техасу. Понимаешь, они все время видели себя как более независимыми, чем другие штаты. Ну, потенциал, по-моему, нету гражданского войны в США. Ну, дай бог, чтобы ты был прав. Дай бог, чтобы ты был прав. Последний вопрос, наверное, будет. 3 минуты у нас, 4 остается. Трамп, вызывая огромное количество конфликтов, тем не менее успешно проходит праймерис в республиканской партии. Все его противники снялись с выборов либо просто, либо поддержали его, как, допустим, значит, губернатор Флориды Десантис. Но осталась единственная женщина среди них, Ники Хейли, которая раньше была представительницей Соединенных Штатов в ООН, очень такая грамотная, и она очень проукраинская. А почему все сложили оружие, как говорится, в этих выборах, да? А она одна сказала, что она пойдет до конца. И чем это может закончиться? Вот если коротко, так относительно. Ну, как я раньше сказал, вот есть два крыла в республиканской партии, трамповская и рейганская. Вот. И она очень относится к тем традиционным республиканцам. Есть даже группировка республиканцев, которая называется Lincoln Project. И они только делают рекламу против Трампа. Они еще более против Трампа, чем любые демократы. Я думаю, что те, которые поддерживают, чтобы США имел влиятельные позиции в мире и вмешивался в других стран, в их конфликтов, и, в принципе, видит, что наша власть есть обязанность вмешиваться в разных вопросах. Из тех республиканцев, она один из главных из этих республиканцев представит это крыло. Я думаю, что она в любом случае будет держаться до Super Tuesday, когда очень много primary выборов. Но бывает тоже, скорее всего, будет такой момент, приходит, когда она, что просто ясно, что она не получает. Ну, тоже вопрос тоже идет такой про это, что случится со всякими судебными процессами против Трампа. Если она держится, и вдруг его там найдут виновным в каким-то из этих поступков и посылают его в тюрьму, тогда она единственное, что осталось, да, для республиканцев. Я не знаю, но она сама сказала, что до Super Tuesday она в любом случае будет. А это когда будет Super Tuesday? По-моему, где-то через 2 месяца, где-то так. Но если она захочет, то она будет оставаться до конца, имея в виду, что может быть, Трампа снимут с выборов, так? То есть она может это? Это возможно. И тоже ее штат, я не помню, если это Южная Каролина или Северная Каролина, но ее штат скоро будет primary, и там у нее, конечно, преимущество, что это ее штат, ее хорошо знают там. Она тоже, наверное, хочет видеть, что если это ее поможет. Очень, очень интересно, очень все, конечно. Знаешь, недавно интервью давал генерал Бен Ходжес Юрию Рашкину, такому американскому блогеру. И он вот задал ему по моей просьбе вопрос вот про ситуацию с кризисом парламентским в Америке. И на что Бен Ходжес сказал, что Америка так живет всегда, от кризиса до кризиса. Вот пока кризиса не будет, то дойдет, и ты сегодня то же самое повторил. Да? Но я желаю Америке, чтобы этот кризис был
как можно меньше для нее самой и как можно меньше сказался на всем остальном человечестве, потому что цена очень высока, і це дійсно може бути чревато Третьою мировою війною. Я дуже дякую тобі, Давиде, за те, що знайшов час. Дякую за твою думку, за твій аналіз. Він дуже-дуже потужний і дуже допоможе нашим глядачам розумітися на цій темі. Дякую, на все добре. Дивіться АТR далі.